Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, ў гэты дзень і ў гэты час з намі кандыдатка гістарычных навук і экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день, Дмитрий. Давайте мы пачнем сённяшнюю нашу размову і абмеркаванне аналітыку з такого, як это любяць сказаць, з дальняй дугі. Таму што прыйшлі ізноўку навіны з Ірана, што там ізноўку распачаліся пратэсты. Ну і нам з нашым беларускім досведам здавалася, после таких рэпрэсій, после такого жорсткага разгона, после такой колькасці десяткі тысяч, дакладнай лічбы нема, але тое, што даходзіць, яно просто у жах кідае, десяткі тысяч загінулых, забітых пратэстоўцаў, і вось ізноўку людзі выйшлі на вуліцы. Што іх штурхае на гэта, якія могуць быць наступствы і ці чакаць новай хвалі вялікіх пратэстаў у гэтай краіне? Ну, зараз мы яшчэ пабачым, таму што ты пратэсты, якія мы зараз з вами убачылі ў гэтыя выходныя, это ўсё ж такі не ты вялікія маштабныя пратэсты, якія адбывались 40 дзён таму, зараз уже больш, чым 40 дзён. Ты пратэсты адбываліся па ўсей краіне і выходзілі на улицу не толькі студэнты, но выходзілі на улицы, ну, усе людзі ўсіх узросту, так, і сацыяльнага статусу і гэтак далей. Таму гэта ўсё ж такі зараз, ну, з майго пункту гледжання трэба пачакаць, панаблюдаць за тым, што мы зараз бачым. Но ўсё ж такі, чаму выходзяць людзі ў Іране у адрозненне ад Беларусі? Тут ёсць на гэту тэму, у меня цэлы артыкул выйшаў на зеркале тады, калі адбываліся гэтыя пратэсты. Па-першае, это ўсё ж такі традыцыя народных паўстанняў у Іране. Па-другое, там ніколі не адбывалася такого долготерминового подавления и долготерминовых репрессий, потому что все ж таки это не Советский Союз, и это не тоталитаризм того типу, и эта держава, яна мае не такие ресурсы для этого, як у свой час Советский Союз. Таму гэта адбылося і на стане самого іранскага общества. Таму вось параўноўванне тут вельмі трэба акуратна з гэтым быць, асабліва калі мы з вами гаворым пра Беларусь і Іран, таму што тут ввогуле вельмі розныя традыцыі, я маю на увазе рэлігійныя і сацыяльныя, культурніцкія і так далей. Тут шмат о чым трэба паразважаць, но ўсё ж такі. Па-першае, это традыцыя народных паўстанняў. Па-другое, гэты рэжым, ён не адпавядае тым патрабаванням, якія зараз ёсць у іранскага общества. По-третье, в иранском обществе зараз зрее вось гэты запыт на смягчэнне рэжыму, на смягчэнне вось гэтых restrictions, ограничений. Вось, і тое жорсткае заканадаўства, якое было адносна там хіджабаў, адносна там, ну, шмат вось гэтых агранічэнняў, яны зараз не працуюць і не вельмі папулярныя, таму што вось тое пакаленне, якое вырасла, я маю на ўвазе моладзь іранская, яна вырасла ўжэ ў іншую эпоху, і кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі Іран, яно не адпавядае іх запытам. Іран вельмі такая маладая краіна з гэтага пункту. Шмат праблем. Яны звязаны з шматгадовым, доўгатэрміновым, прабачце, перыядам санкцый, таму што супраць Ірана былі введены вельмі жорсткія санкцыі, міжнародныя санкцыі ў 2006-2007 годзе. Это были санкции с боку Совета Беспеки ОАН. Это по-першае. По-другое, супраць Ирана
на Іране апрабіравалі самыя жорсткія санкцыі ў фінансавым сэнсе. Я маю на ўвазе, Іран быў першай краінай, калі вось яшчэ паглядзець на, может быть, на паўднёвую Карею, на паўночную Карею, прабачце, на паўночную Карею, так там таксама вельмі жорсткія санкцыі. Но Іран быў першай краінай, які быў адключены ад SWIFT, сістэмы SWIFT. І як бы там беларуская прапаганда ці руская прапаганда не гаворыць пра тое, што вось санкцыі это ввогуле нішто, вось нішто, ніяк не паўплывае і гэтак далей, вельмі ўплывае. І ў свой час іранскае кіраўніцтва яно пайшло на перамовы у 2013-14 годзе, каб вось зняць вось гэтыя наступства ад санкцый. І тады яны змаглі дабіцца поспеха, таму што яны дасягнулі вось гэтага, яно як называецца, я ведаю як па-русски, всеобъемлющее соглашение, оно так называется, всеобъемлющее соглашение. Но так, это администрация Трампа, яна же дезавуировала гэты договор, и тому як бы, так адбылася, што часткова санкцыі снялі, часткова не, таму што часткова это еўрапейскія дзяржавы, напрыклад, яны прытрымлівались гэтага договора, Іран таксама нейкі час прытрымліваўся этого договора, а Злучаныя Штаты выйшлі з гэтага договора. Ну і зараз мы с вами бачым тое, што вот тыя наступствы, якія отбылись на иранском обществе, вот они толкают иранское общество постоянно протестовать, потому что на самом деле ситуация социально-экономическая очень плохая в Иране, и она усугубилась еще и благодаря климатическим изменениям. Вот на это никто, к сожалению, не обращает внимания, но у них буквально, по-моему, осенью был страшный водный кризис, и даже вставал вопрос об эвакуации населения из Тегерана. 9 миллионов человек живет в Тегеране. 9 миллионов. Крупнейший город в Иране. Следующий крупный город – это Мешхед, 3 миллиона. То есть это как бы в 3 раза меньше, да, населения. И тогда вставал вопрос очень серьезно об эвакуации всего Тегерана. Так вы представьте себе гэты стан гэтых людей, якія вось помимо, апроч того, што вось адбывалася дагэтуль, яшчэ і вады няма у Тегеране. Но нешта напоминает, да, вось некий там у населения вызвать протест может быть, вот знаете, любой повод. Просто дело в том, что это все похоже на такой подготовленный сухой костер, которому только надо вот и бросить спичку. Вопрос, кто и что станет этой спичкой. В общем и целом ситуация, конечно, для иранского кіраўніцтва вельмі дрэнная. С другого боку, Злучаныя Штаты и нынешняя администрация Дональда Трампа, яна вельмі непрафесійная ўсё ж таки. Вось калі я сегодня прочитала гэтые отказы с боку Стивена Уиткофа адносна, но зараз его перекинули на иранский фронт дипломатичный, ведаеце? И вот яны и там не могут добиться никакого поспеху. И вот он говорит, что Трамп, ён здзіўлены, чаму гэтыя не здаюцца, чаму яны не капітулююць. І вось для них вось загадка, ведаеце, тайна. А чаму для них тайна? Таму што яны не слухаюць, не чуюць сваіх саветнікаў з боку дзярждепартамента, там вельмі прафесійныя людзі. Ну вы ведаеце, хто такі Уиткоф? Уиткоф, ён не дыпламат, ён бізнесовец, так? А яны так мяркуюць, што калі усе ў гэтым свеце могуць разважаць як яны. Как там бизнес, as usual, могут договориться, вот тут мощь Соединенных Штатов рядом у границ, у Персидском заливе стоит, или побач с Персидским заливом, затокой. И тады што? Тады як бы яны павінны капітуляваць, а яны не капітулююць. Чаму? Вот для них это як бы неспадзяванка, так? Нечаканасць такая. Вось. І гэта з майго пункту гледжання, як бы для мяне это сведчыць аб тым, што гэтая адміністрацыя ўсё ж таки вельмі непрафесійная. І вось
Кожны дыпламатычны фронт яны заваливают. Чаму? Не таму, што ў них дзярждепартамент непрафесійны, а таму, што яны не чуюць дзярждепартамент, яны не чуюць прафесіяналаў, яны як можа пасылаць увогуле на Блізкі ўсход этих торговцев недвижимостью, нерухомасцю. Я вогуле не разумею, як это можна, потому что там усё настолько складана, там трэба ведаць, як все это устроено, чаму ў гэтым кантэксце патрэбен быў Аман, чаму у Амана такія інтарэсы, чаму як бы усе арабы, якія яны вельмі недобра ставяцца да Ірана, чаму яны уговаривают, да, буквально, прабачце, на русскую перехожу, уговаривают Трампа не осуществлять удары. Почему? Вот почему? Почему? То же самое, например, израильское правительство. Они тоже не хотят широкомасштабной американской операции в Иране. Вопрос почему? Потому что ответ, меня, конечно, Вытков не услышит, но я скажу своим слушателям. Потому что сирийский пример – это был тот пример, который, он являлся фактически болевым шоком для всех. Почему? Потому что когда в Сирии началась, вначале это была попытка революции, потом началась гражданская война, потом в нее вмешался ИГИЛ, потом туда полезли все, кому не лень, и в конечном итоге из Сирии народ побежал. Куда побежал? Все думали, что они куда-нибудь, знаете, побегут там, в Афганистан. Ничего, зачем им в Афганистан? Там в Иран или в Ирак. С какого перепугу они туда побегут? Вот. В первую очередь они побежали там, где можно было гарантировать себе и своим детям безопасное существование. И это была Европа. Вот в Турции 2 миллиона этот лагерь беженцев и дальше эти беженцы бежали через Турцию, через море бежали. И в итоге мы с вами получили мигрантский кризис 2015 года. Так, Сирия в 3 раза меньше по населению, чем Иран. И если начнется заваруха, движ начнется в Иране, так вот волна беженцев из Ирана будет в 3 раза больше, чем из Сирии. И побегут они из Ирана через Персидский залив куда? В Европу, як завсёды. Не только, куда угодно, в Штаты тоже. Морским путем-то добраться можно хоть куда. Вот. Понимаете, и в первую очередь кто будет на пути, да, куда они побегут? Конечно, арабские страны Персидского залива, и даже, может быть, до Израиля добегут, там, частично. Конечно, Израиль там поставит, там у них все, там, границы и так далее. Но в свое время именно израильтяне говорили, мы же не будем стрелять по мирным людям. Хотя, не знаю, нынешнее правительство может и по мирным людям стрелять. В секторе Газа-то ведь видите ли, сколько населения погибло. А вот уже сама армия израильская, Цахал, признает, да, статистику, они признали эту. Вот, поэтому никто не хочет на Ближнем Востоке получить эти потоки беженцев, с которыми потом что делать? Вопрос. Которые, как всегда, являются параллельно все это происходит. Наркотрафик, трафик с людьми и так далее и тому подобное. Европа, пережив мигрантский кризис 2015 года, волну украинских беженцев 2022 года, 4 года тому назад, 3-ю волну получить в этой истории. Поэтому Трамп не знает, почему Иран не сдается. А иранское правительство прекрасно знает, что очень много есть заинтересованных сторон, которые будут сдерживать Соединенные Штаты и делать все для того, чтобы этой операции не случилось. Я перакананы, што мы маглі б і далей з вами гэтую тэму абмяркоўваць, таму што ёсць шмат цікавых нюансаў, якія можна было бы павярнуць, але давайте бліжэй да нашага рэгіёна, асабліва з улікам таго, што заўтра чарговая гадавіна гэтага паўнамаштабнага ўварвання расійскіх акупантаў на тэрыторыю Украіны, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Як вы ацэньваеце усе гэтыя гады, якія змены напаткалі наш рэгіён у сэнсе бяспекі, якія ёсць перспектывы, якія ёсць пагрозы?
Погрозы на первом месте, перспективы на другом месте. Па-першае, это тое, што еўрапейская сістэма бяспекі яна рухнула. Трэба прызнаць, што ніякія інстытуты не сработалі, і нават трэба казаць пра тое, што еўрапейскія эліты яны былі не здольныя, яны не падрыхтаваліся, яны не паверылі ў той жах, які перад імі вось буквально разгортваўся. І пра гэта вельмі добры быў артыкул на Guardian. Мабыць, вы бачылі гэты артыкул, таму што усе мои знаёмыя дыпламаты, спецыялісты-міжнароднікі, вось яны посцілі, перепашчвалі, вось гэта, публікавалі ў сябе гэты артыкул адносна таго, як разведкі у першую чаргу амерыканская і брытанская разведкі, як яны уже ведалі, што вайна адбудзецца, і яны сваіх калег из Еўразвяза яны хацелі як бы как это убедить в этом, да, пераканаць у гэтым. І яны не пераканоўваліся. Яны ввогуле з гэтым, они не верили, буквально в это не поверили. И нават там есть эпизод, что некий глава одной из разведок европейских краін, ён у гэты дзень ён апынуўся ў Киеве. І яго адтуль вывозили з дапамогай польскіх спецслужб. Вось так что я бачу, як зараз подводят вот гэтыя вынікі этих 4 гадоў, у тым ліку так званые разведсообщества. Вот. Они даже сейчас высказывают публично то, что ранее нельга было казать, вот зараз они выказывают публично, и они раскрывают вот эту картину того, что отбывалось у гэтые дни для Европы. Я не говорю зараз про Беларусь и про Украину, потому что Беларусь и Украина ввогуле ў гэтым контексте яны з'яўляюцца у эпицентре. Гэта па-першае. Па-другое, наконт того, что ўсё ж таки у першую чаргу еўрапейскія не только разведсообщества, а таксама исследовательские сообщества, экспертные сообщества, политические сообщества, они не были готовы, и у их шмат стереотипов, з якімі мы дагэтуль боремся таксама, змагаемся. Что это за стереотипы? То, что Россия может демократизироваться, и только после того, как Россия демократизируется, после этого все остальные могут демократизироваться. То есть самое главное – это инвестировать в Россию. Это по-перше. По-другое, что все вот и с подачи России это было, что все национальные движения в бывших советских республиках являются националистическими со знаком минус. Это второе. Третье, что все-таки Путин не решится разрушать европейскую систему безопасности таким варварским способом. И последнее, но для нас не последнее, для нас это на первом месте, что союзное государство – это не фейк. Это форма поглощения Беларуси России. Для Украины военный способ, для Беларуси способ через разные институты, инструменты мягкой силы. И вот все, что я вам сейчас перечислила, те стереотипы, с которыми нам приходится до сих пор бороться, да, вот, например, якую роль адыгрывае мова. Вось переконывали россияне, что вось гэтые гэтые мовы, там все эти национальные рухи у гэтых экс-совет репабликс, да, бывших советских республиках, яны базуются на это такие мовные проекты, и это чистой воды национализм равно нацизм. И это такая была пугалка, такая страшилка для европейцев, которые считали, что все-таки демократия должна пройти через не такие проекты. У них свои страшилки. Они свои страшилки положили на то, что им сказали русские, и сделали они для себя вывод.
И вот этот вывод, и особенно это характерно для Германии, вот и этот вывод сыграл с ними злую шутку. Они не увидели главной угрозы, а главная угроза как раз таки была. Это был русский язык, это была идеология русского мира, и это была политика Кремля, которая становилась все более напористой, все более агрессивной, и которой они пытались противопоставить что? Программу Восточного партнерства. После вторжения российских войск в Грузию под предлогом защиты осетинов они чуть не дошли до Тбилиси. Все, чем смог ответить Европейский Союз, это программа соседства, вернее, в рамках этой самой политики соседства, программа Восточного партнерства. И русские разыграли эту программу Восточного партнерства как самый страшный антироссийский, самый страшный западный наступательный проект. Из чего начался Майдан, чем он закончился, и эту историю мы с вами видим до сих пор в продолжении вот того, что мы с вами видим в качестве широкомасштабного вторжения. И в этой истории всей и то, что не поддерживали национальные рухи, и то, что считали, что движение за возрождение языков является чуть не ли фашистскими движениями, и то, что они считали, что демократизация на постсоветском пространстве должна пройти в первую очередь через Россию, и то, что Россия больше никогда не решится на то, на что она всегда решалась так или иначе, на протяжении уже скольких столетий русское государство доказывает свою агрессивную природу, и они все это презрели. А самое главное, они не смогли собраться силами и с мыслями даже в 22 году. Даже 23 февраля глава одной из европейских разведок находился в Киеве, чтобы найти ответ на вопрос, будут нападать русские или не будут. Ну и нашел на свою голову. Так что пришлось полякам вытаскивать его оттуда. И про союзное государство хочу отдельно сказать здесь. Не обращать внимания на этот проект, с моей точки зрения, это вообще-то преступно. Вот это значит согласиться отдать Беларусь России. И когда мне говорят, что союзное государство – это интеграционный проект, в котором участвуют два государства, и что это межгосударственные отношения, и что не надо рассматривать союзное государство в качестве прямой угрозы, я хотела бы напомнить, что 24 февраля 2022 года, когда произошло вторжение, масштабное вторжение русских войск с территории Беларуси, это все проходило в рамках учений союзного государства, которое называлось «Союзное решимость». Союзное решимость. Там, да, перейшло одно учение у другое. Извините за мой эмоциональный вопрос. Как можно после этого не рассматривать союзное государство в качестве угрозы безопасности Европы? Это надо быть абсолютно слепыми, глухими и тупыми. Точка. Пожадаем вытрымкі сілаў і зброі украінскаму народу і будзем по-ранейшаму падтрымліваць і рабіць все, што магчыма, каб падтрымаць Украіну у іх змаганні з расійскімі акупантамі. Дарэчы, пра акупантаў. 23 лютага по савецкай традыцыі, чаму гэты дзень, это ўжо іншая гісторыя, дзень, калі Чырвоная армія вялікую паразу атрымала, але чамусьці это стало днём таким вот воінскай славы, там дзень з абароны, абаронца айчыны і гэтак далей. Выступіў Лукашенко і ў чарговы раз расказаў пра тое, што на захадзе рыхтуецца железны кулак с танковых там этих дывізій, каб на ўсход і гэтак далей, у лепшых традыцыях сталінскіх, брэжнеўскіх, андропаўскіх і ўсіх астатніх. Гэта просто вот как бы даніна гэтаму дню, што ў гэты дзень тыя з бальшавіцка-савецкай ментальнасцю лідары інакш і не могуць нічога сказаць. Ці вот што за гэтым стаіць? Ці это нічога за гэтым не стаіць? Вот як вам бачыцца, навошта гэта робіць? Конечно,
конечно, стоит. Вы же бачыце зараз, што яны робяць. Я маю на ўвазе у гэтай галіне, военной галіне. Па-першае, вось былі гэтыя зборы і не зборы, прабачце, праверка боеготовнасці, да? І ведаеце, што вось зараз бачны, якія яны з гэтага будуць рабіць, ну, я не ведаю, там, выводы, рекомендации. И, ну, во-первых, то, что страшно, это понятно, страшно, да. Потому что как бы после 22 года всем страшно в Европе, да, и Лукашенко в том числе. Вот, это первое. Второе, то, что вооружаются и милитаризация отбывается, ну, так это понятно, почему. Это же реакция на российскую агрессивную военную политику. Вот, но он же не может про это сказать. Ему же надо традиционно интерпретировать это как угроза с боку Захода. А калі вось он не может сказать, что вы ведаете, мы тут как кур в ощи попали, и не туды, и не сюды, и нас со всех сторон могут как бы взять. Но вот с Россией, они же наши союзники, братья там и так далее, и тому подобное. Это первое. А по-другое, ведаете, вось эта советская мифология, она з'яўляецца такой базой для режима Лукашенко, потому что идеология у Лукашенко насамрэч, она такая, ну, вельмі пустая. И вот чым яна запаўняецца, вось гэтая пустая як бы форма, чым яна запаўняецца? Па-першае, яна запаўняецца культам личности Лукашенко, но гэтага недастаткова. Трэба ўсё ж таки як-то, ну, там, патлумачыць, чаму ён. Для чаго ён ввогуле? Для того, как захаваць нашу краіну, і традыцыйна вось эта пагроза з захада. І ён эксплуатуе вось гэтую як бы рэч. И на самом деле как бы были же, отбывались войны с боку Захода, я маю на увазе Великую Отечественную, там, Вторую мировую войну и предыдущая, там, Первая мировая война. Беларусь выступала в качестве жертвы территории театра военных действий. Но то, что это и есть результат, например, если даже мы с вами к Первой мировой войне обратимся, Первая мировая война начинается, вы помните, с убийства эрцгерцога австрийского. А кто его убивает? Сербский националист. А кто его подготовил, этого сербского националиста? Российская охранка. Это сейчас абсолютно известно всем историкам. Так кто является, поджигателем? Российская империя. Первая мировая война. Вторая мировая война, ну что я могу сказать? Пакт Молотов-Риббентроп поделили Европу пополам, я имею в виду Восточную, да, Европу между собой. Но так случилось, что Гитлер оказался более расторопным, чем Сталин. Но Сталин же тоже готовился к наступательной войне. Всем же об этом известно. Почему не были как бы подготовлены советские войска? Потому что они были подготовлены к другому сценарию совершенно. Ну, если кто-то не читал в свое время, почитайте Суворова, да, «Аквариум», например. Вот. И не только это просто художественное произведение, а очень много документальных свидетельств о том, что так оно и было. Почему Сталин первый, там, я не знаю, сколько дней он молчал. Вот. Потому что он в шоке был, он все ждал, что к нему придут и его убьют. Вот. Потому что как бы и армия советская, вы помните, сдавалась. Потому что не были готовы к этому. Вот. И это все происходило на территории Беларуси. Беларусь пострадала, белорусы пострадали. И через горнило каждой войны проходя, белорусский народ, как феникс, да, из пепла, воскрешал, но чего это стоило, да? Чего это стоило. Поэтому сейчас это удобно использовать в качестве основной страшилки. Вот. А то, что как бы отбылось у сучасным, это вот как будто вот слепую, да, вот вообще не видели ничего. Не с нами это происходило. Вот, что касается 23 февраля. Поэтому любые его речи на сегодняшний день надо воспринимать с плюса на знак минуса, с минуса на знак плюс, потому что веры ему, конечно, нет. И 24 февраля 2022 года является тому самым ярким доказательством. Спадарня Роза, хотел бы з вами вернуться трошечку назад, может быть тут на пару дзён у падзеях. Падзея прайшла, але мне цікава ваше меркаванне вось менавіта як эксперткі па міжнароднай палітыцы. Я маю на увазе Савет мира, на які не паляцеў Лукашенко, на які павінен быў паляцець міністр замежных спраў Рыжанкоў і якому не далі візу.
І вось гэта, скажите мне, кай ласка, гэта рэакцыя Вашынгтона і ЗША на тое, што не паляцеў Лукашенко, ці гэта рэакцыя Вашынгтона на тое, што Лукашенко не выконваў свае абавязкі там ці свае абяцанні там дамоўленасці, якія былі дасягнуты падчас з перамоваў з Коулам, з самае, можа быць, якія ён даваў таму самому Трампу, можа быць, была дамоўленасць, што вот эта 1300, про якую пісаў Трамп у сваіх твітах, яна была мусіла выйсці да пэўнага тэрміна, а Лукашенко пачаў гуляць сваю гульню і получыў вось такі шчелчок. Вот, то есть перакладзіце мне з консульска-дыпламатычнай мовы на нармальную, што азначае гэта сітуацыя? Ну, тут, конечно, было б цікава паслухаць Павла Слюнкіна, ўсё ж таки ён як бы дыпламат, і ён, напрыклад, у Европейском департаменте, я имею на увазі, департаменте по Европе работал, или отдел это был по Европе в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, какое-то время работал, например, здесь, в Литве, по этим самым дипломатам. Вот, он знает, как устроено это с дипломатической точки зрения. Я могу единственное, что сказать. Во-первых, как мне кажется, потому что все это наши спекуляции, как мне кажется, после того, как Лукашенко не дал принципиального согласия поехать, да, то есть он должен был подтвердить вообще свое участие, я думаю, что вот это был ключевой момент. Но тут же тоже надо понимать, вход в этот элитный, как говорит или думает Трамп, вход этот стоит. Буквально, да. То есть либо вы платите деньгами, я так понимаю, либо участвуете своими армиями в установлении мира в секторе Газа. То есть или так, или так. Теперь прикладите это к Беларуси. Деньги есть? Видимо, нет. То есть лишнего миллиарда нет. А армия белорусская, представьте себе, в секторе Газа, но очевидно, при определенной координации со стороны американских военных, будет принимать участие в установлении мира в секторе Газа? Нет, конечно. Не, ну яны ж рыхтуюцца да миротворчай миссии ва Украине. Вы что? Пробачьте, тут был совет мира. Почему? По этому самому, по секторе Газа. Мы с вами видим, там существует две, по крайней мере, категории стран. Первая категория стран, которые вносят членские взносы. Вторая категория стран, которая отправляет свои войска в сектор Газа. Официально уже объявлено, какие страны и какие правительства согласились на отправку своих войск в сектор Газа для установления мира, в том числе Казахстан. А вот теперь, что касается Лукашенко, он не поехал. Ну, тут можно спекулировать. Не поехал, потому что Путин сказал не езжай, не поехал, потому что денег нет, не поехал, потому что армию свою не хочет отдавать в сектор Газа, не поехал, потому что не хочет лететь через Южную Африку. Не знаю. Маршрут интересный у него был, ну, с его точки зрения. Короче говоря, не поехал. А на Совете мира, это был саммит высших государственных лиц, имеется в виду президентов и премьер-министров. Причем тут министр иностранных дел Беларуси? Это тот уровень встречи, который не предполагает участие министра иностранных дел. Это, во-первых. Во-вторых, если даже, может быть, и предполагал, то именно с тем, чтобы привести что-то. А по всей вероятности Рыженков не мог ничего привести. Вот из того, что нужно. Всерьез что-то нужно было. Ну вот, то, что не получил визу, это, конечно, плевок. Тут уже я с этим согласна, это плевок. Ну то бок вось што былі размовы пра гэтыя невыкананыя абяцанні наконт вызвалення там 1000 там ці 1300, это как бы наўрад ці паўплывала на вось гэтую сітуацыю. Я не упевнена ў тым, што гэта паўплывала, но все ж таки, мабыць, тут было нешта такое. Ведаеце, апошнія перамовы, калі Коул добился выхада больш там каля 100 палітвязняў, якія былі адпраўлены праз Украіну. Вось, ён тады так вскользь буквально сказал, но я думаю, все это заметили, он сказал, что эти переговоры были очень тяжелыми.
И, по всей вероятности, ему было вот буквально дался этот раунд переговорный очень тяжело, потому что с Лукашенко он буквально, по-моему, проговорился, что с Лукашенко было тяжело разговаривать. Я думаю, что вот об этом тоже шла речь в Вашингтоне. Это, во-первых. Во-вторых, мы с вами видим, буксует, да, тема освобождения политзаключенных. Когда у нас с вами вышла последняя, простите, партия политзаключенных, это был декабрь, да? Да. Это было под Рождеством. Вот, значит, получается, январь прошел, февраль почти прошел. И если через месяц не отбудется вызволение, да, группы политневоленных, тогда мы с вами можем уже разважать про то, что буксует тема. Пакуль трэба пачакаць. Нам трэба пачакаць месяц, хотя бы полтора, чтобы начать говорить про то, что этот процесс буксует. Мы на самом деле не знаем, что происходит за кулисами. Может, и происходит что-то. Ну, і ў гэтым кантэксце зразумела, чаму быў вызвален Статкевич і дзяўчына Левая, Наталья Левая. Левая, так, цяжарная, так. Вось, таму што, я так зразумела, што это такой аргумент в пользу того, что это перамовы либо они протягиваются, либо не протягиваются, но Лукашенко хотел бы, как они протягивались, потому что ему все ж таки хочется, да, вот между этими струйками, как говорил Микоян, да, или как он, нет, он не говорил, про него говорили, что он как Микоян, вот между этими струйками пройти, потому что уж больно наседают в Москве, больно наседают, серьезно наседают, вот, и он знает, что переговоры про третий этап интеграции будут жесткие. Он к этому рыхтуецца. Ведаеце, они же павінны былі сустракацца наконт гэтага саюзнай дзяржавы напрыканцы снежня, і яны не сустрэліся. А гэта ввогуле парушэнне вось гэтага расклада года, потому что они кожны год напрыканцы снежня яны сустракаліся і абмяркоўвалі вось гэтую тэму саюзнай дзяржавы. І потым з января, з студзеня яны пачыналі там, я не ведаю, новый план мерапрыяций, да? Так вось у гэтым годзе, я маю на ўвазе ў гэты перыяд 25-26, нешта пайшло не так. Ну і вы чулі это все заявы с боку СВР, потом МИД, МЗС России, потом прислали Глазьева. Но я просто всем напомню, что Глазьев приехал не потому, что его там прислали там, Лукашенко там, привезти черную метку, а потому что он является секретарем союзного государства. Уявите себе этот проект, где Глазьев является главой, не то, что главой там, координатор, менеджером этого проекта. Вот. Тому мне вельмі тревожно, потому что это ввогуле такое недобрые знаки. Тому Лукашенко так, ён зараз будзе рабіць нешта на сустрэч Злучаным Штатам, каб захоўваць вот эту зацікаўленасць. Потому что, конечно, то, что визу не дали Рыженкову, это такой, да, жест некрасивый, дипломатический. Указали на место. Ну і на завяршэнне ўсё ж таки вот мы про працэсы можа быть і не чуем, затое пастаянна нам расказваюць про нейкія сігналы, якія там падаюцца, якія ідуць то туды, то адтуль, то гэтым, то тым. Вот вызваленне Статкевича і Левай Натальяй — гэта сігнал. А паралельна з гэтым затрыманне выдаўцоў і кніганошаў — гэта сігнал. А тое, што там да інтэлігенцыі, да музыкаў ёсць даходзіць інфармацыя, прыходзяць з обшукамі і затрыманнямі — гэта таксама сігнал. Так нейкія сігналы ў розныя бакі, ці ў некага яны у галаве складаюцца ў адзін агульны сігнал? С точки зрения международной, сбоку, пункту гледжання международной супольнасці. Хто бачен? Бачна было, што здарылася са Статкевічем. А з пункту гледжання международной супольнасці тое, што зараз адбываецца, я маю на ўвазе затрыманне, да, вось апошняе затрыманне главы этих издательств, там много людей было задержано всяких разных, часть я знаю,
часть я просто не знаю, но я их не знаю лично, они меня тоже не знают. Просто я знаю, что такие были, там, технологии, например, да, вельми такое, як бы, звучное, такое учное имя было. Вось. Это не воспринимается международным сообществом. Вы посмотрите, про Статкевича пишут в медиа, в западных, а про задержание вот про эти не пишут. И Лукашенко прекрасно это знает. Кто интересен, да, кто проходит, чьи фамилии или чье имя или чье лицо как бы идентифицируется, а что нет. То, что тех задержали, с тем еще надо разобраться. Если бы задержали, например, там, я не знаю, человека, который известен по всему миру, там, лауреат Нобелевской премии, это одно. А как бы этих людей мы знаем, они для нас известны. Это наш свет интеллигенции и так далее и тому подобное. Но для международного сообщества это никто. Проблема в этом. Проблема в том, что таких лиц становится все меньше, которые были бы, звучали бы, про которых бы писали в западных медиа. Вы просто открываете и смотрите, про них пишут или нет. Пишут про Статкевича, да. Писали про Беляцкого. Писали про Колесникова, про Бабарика писали. Причем больше про Беляцкого, потому что он лауреат Нобелевской премии. К сожалению, так работает. Вот так работает. Это первое. Второе, но все-таки надо отличать. Одно дело он освобождает, в кавычках освобождает. Вы же читали, что без паспорта вообще отпустили просто так. Непонятно как, на каких основаниях, просто отпустили, да. Это значит, что в любой момент что? Могут забрать или что? Или это такой как бы, короткий поводок, да, который будет позволять контролировать каким-то образом Статкевича. Вот. А остальных взяли. Но освободили для международного, для американского как бы списка. У американцев список есть? Есть. Они открывают Статкевич, у них там, я думаю, позиция номер 1 вообще, в принципе. А эти ребята, которых только взяли, их в списках еще нет. Они не являются предметом переговоров. Цинично? Да. Но, к сожалению, вот так. Вот, поэтому это первое. Второе, самое главное. Силовики, возможно, и показывают таким образом, что нет, дорогие мои, не надо расслабляться, страна не ваша, и репрессии будут продолжаться. Я думаю, что это именно это значит. Кстати говоря, в Threads у меня мои подписчики задавали вопрос этот относительно вот этих задержаний. Это буквально произошло чуть не, по-моему, в день мовы, да? Да. День белорусской мовы. Напередодні, там за несколько дней. На самом деле накануне, да. Но это как бы воспринимается нами очень остро, именно еще и потому, что это на фоне как бы Дня белорусской мовы отбылось. Силовики играют свою еще игру, они показывают, что ничего не изменилось, и власть в их руках находится. Они задают тон тому, что происходит внутри страны. И мне кажется, что вот со временем вот эту кампанию, да, каждая пятница свое, да, вы бачите эту кампанию. С моего пункту гледжання вельмі цікавий приклад того, як, дзяржаўная, да, ініцыятыва можа быць падхоплена і можа спрыяць ўсё ж таки частковай такой, формальной белорусизации, частковой, формальной, в очень узком варианте, но все-таки. Я думаю, что для силовиков это вельмі неприемный як бы приклад. Вы бачили, что кто-то с СТБ звонил до МУС и до МУС и Минобороны. Ну так, да. Наконт беларускамоўных спикеров. І што яны як бы атрымалі, які адказ. Вось. Я так мяркую, што мы з вами бачым тое, што рэпрэсіўная машына, яна працуе, яна не спыняецца, рэпрэсіўныя законы прымаюцца, яны распаўсюджваюцца нават на сувязь. Я маю на увазе апошні это указ адносна безлімітнага інтэрнэта. Так само. Это такое, как бы поражение тоже в правах для граждан. Мне была очень интересная реакция молодежи. Там мне сын написал: мама, что это за бред такой? Как можно вот ограничивать безлимитный интернет? Я говорю,
Добро пожаловать в Советский Союз. Все, что связано с ограничением распространения информации, является как бы укреплением режима. Это то, что мы с вами знали по советской практике. Ведь в Советском Союзе, например, ну, ксерокс это вообще было невозможно. Даже печатные машинки были как это сказать, на счету. На улику, да. Да. Вот, и вот когда я рассказывала об этом, одно дело рассказывать, как это было в брежневскую эпоху, например, своему сыну или уже внукам вы рассказываете, и другое дело, когда они это видят в современности. Оказывается, те же самые методы распространяются в том числе на современные технические как бы возможности. Почему? Потому что государству важно контролировать население, ему не важно, бред это или не бред. С точки зрения государства это не бред. Все, что связано с установлением контроля, пускай даже такими варварскими способами, которые напоминают вам каменный век, для государства все хорошо. То, что касается установления контроля и ограничения граждан. Если речь идет об авторитарном и тем более тоталитарном государстве. Вот и все. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я наши такія досыць пессімістычныя сённяшнія развагі завершу добрым каментаром ад адной з наших глядачак, якая написала, что спадарыня Роза выдатна лупіць на трасянцы. Так что працягвайце, спадарыня Роза. Нам падабаецца, а вам практыка, а нам падабаецца. Беларусізуем яшчэ аднаго эксперта нашага. Дзякую вялікі, спадарыня Роза. До сустрэчы. Подписывайтесь на телеграм-канал и на YouTube канал спадарыні Розы. Яна скончыла запіс свайго цыклу лекцый про іслам. Хуткім часе яны будуць выкладзеныя на яе YouTube канал. Таму, кай ласка, подписывайтесь, каб не пропустить гэтую важную і дзесьці нават знакавую падзею з'яўлення цыкла таких лекцый у Ютубе. Ну и безумоўна подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио. Хто запаўняе ПІТ, вы маеце магчымасць па 1,5% сваіх падаткаў пералічыць на падтрымку працы Еврорадио. Як это зрабіць, таксама ёсць у апісанні да гэтага стрыма. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.